Уважаемые читатели газеты «Белемдеель», зрители канала YouTube нашей газеты, здравствуйте. Я сегодня хотела представить вам гостью нашей редакционной студии Гульнару Салмен. Здравствуйте. Гульнара – менеджер в системе образования, один из ярких представителей плеяды современных менеджеров в системе образования, которые делают все, работают креативно для того, чтобы внести свой вклад в развитие нашей системы образования. И сегодня я с большой радостью Гульнару пригласила к нам в студию, и я думаю, у нас состоится очень интересный разговор. Гульнара, скажите, пожалуйста, вот помимо всех ваших проектов, один из самых последних, свежих, то, что вы основали Ассоциацию школ международного бакалавриата стран Кавказа и Центральной Азии. Это что-то такое интересное. Поделитесь, в связи с чем возникла такая ассоциация? Ну, во-первых, очень приятно быть у вас сегодня здесь. «Белемдеель» — это такая газета, которая читает все современные, так скажем, деятели в сфере образования, ну и всех уровней, да. Ассоциацию мы создали, буквально запустили в декабре этого года, 2021 года. Ассоциация, в принципе, появилась в рамках сотрудничества двух школ международных. Это Европейская азербайджанская школа и Назарбаев интеллектуальная школа города Нур-Султан, где я проработала порядком 10 лет вообще в целом в системе Назарбаев интеллектуальных школ. Ассоциация — это, наверное, кульминация того сотрудничества, которое должно быть между школами, чья идея вообще в целом — это делиться опытом, это нарабатывать большой опыт именно в преподавании международных программ, формировании ценностей каждой школы, ученика, ну и тому подобное. Пока я сама в целом работала в Назарбаев интеллектуальной школе, это именно в школе международного бакалавриата, NAS-IB, так называется, раньше называлась Назарбаев интеллектуальная школа города Астана. Это единственная школа в сети Назарбаев интеллектуальной школы, которая является международной школой международного, так скажем, международного бакалавриата. Это вот такая уникальная программа. И пока я работала, мы, так скажем, меня вовлекали в работу, так скажем, в работу самой организации международного бакалавриата, которая находится в Гааге. И вот в течение всей этой работы я стала тренером, то есть я проводила обучение о программах международного бакалавриата в разных школах, стала консультантом по программе основной школы, потому что сама пока работала там, мы внедряли программу основной школы, это одна из программ международного бакалавриата. И за счет этого, получается, вот эта вот вся коллаборация привела к тому, что мы создали эту огромную, хорошую, так скажем, ассоциацию. Я думаю, что... Что такое международный бакалавриат? Чем он популярен? Международный бакалавриат – это некоммерческая организация, которая была, наверное, создана, не наверное, а вот точно была создана в 60-х годах прошлого века. То есть это программа направлена для обучения детей-экспатов. Ну, изначально она была такая. То есть если посмотреть на историю создания программы, то есть международный бакалавриат, условно, это организация, которая решила создать уникальную программу, так скажем, для всей планеты. Неважно, в какой бы стране ты ни находился, ребенок твой будет получать качественное образование. И вот вообще, когда я читала всю историю, это получилось так, что были экспаты вот в 50-х годах. Вот они же, получается, дипломаты, это высококвалифицированные сотрудники, да, в чужой стране. И они хотят дать своим детям качественное образование. Соответственно, для того, учатся они в простых школах, и этого недостаточно. Они хотят, чтобы их дети учились там, в лучших университетах мира, как они, чтобы становились такими же дипломатами. И, соответственно, они собираются и начинают создавать вот эту вот организацию, международный бакалавриат так называется, и они именно делают фокус на программе, дипломная программа. То есть это двухгодичная программа, у нас это может быть 10-11 класс, в Америке это может быть там 11-12 класс, в Японии это может быть 12-13 класс, это, то есть без разницы, это сама страна решает, какие классы. Это двухгодичная программа, которая направлена на то, чтобы подготовить детей к поступлению в лучшие вузы мира. И соответственно, вот эта программа, там прописана вся учебная программа, выстроена вся система оценивания, и любая школа во всем мире, она может просто брать эту программу готовую, ее внедрять и тем самым давать своим учащимся возможность учиться по
так скажем, крутой программе, которая позволит им поступать в любые университеты мира без курса Foundation, без каких-либо вступительных экзаменов, без SAT, вот SAT, без IELTS. Просто вот когда, помните, мы раньше смотрели фильмы, когда американские, особенно, ребенок подает там документы в разные университеты, а потом ему через дверь там конвертики приходят с этого университета, с этого там поступил, не поступил. И это ровно так же дети наши, вот, Назарбаев интеллектуальная школа, да, города Нур-Султан, они отправляют уже во второй половине 11 класса, даже в первой половине 11 класса, в первой половине 12 класса они отправляют предложения в различные университеты. Некоторые дети бывают там до 12-13 университетов, отправляют свои заявки, заполняют специальные приложения, документации. И им потом приходят эти письма о том, что говорят: ты поступил на грант, у тебя там, вот здесь мы покрываем все твои такие-то, такие-то расходы. И единственное, что ребенку нужно сделать, это сдать экзамен и подтвердить вот ту заявку, которую он заполнил, и все, он уже летит учиться в любую точку мира, и к нему относятся ровно так же, как ко всем. Он учится платно, бесплатно? Если он поступает на бесплатно, он учится бесплатно. Если у нас, например, в рамках нашей школы и вообще того опыта, который я знаю, некоторые дети бывают так, что университет оплачивает проживание, перелет и расходы на книги и питание, а за учебу платят родители. Или наоборот, они платят за обучение, а родители берут расходы проживания, книги там, и тому подобное. То есть по-разному. А иногда бывает так, что дают там полностью, да, full scholarship, да, это называется, полностью покрывает все расходы. И они это называют там, тебе дается грант там $80 тысяч, ну, условно, да, я говорю. Все это покрывает там все 4 года обучения. Итак, в Казахстане, когда впервые появилась школа международного бакалавриата, и сколько их насчитывается на сегодняшний день, в целом по Казахстану? В целом, так, но если я не ошибаюсь, она появилась где-то в 95-х годах, кажется, если не ошибаюсь, и первый, кто его привез, это Международный колледж непрерывного образования МКНО, он есть у нас в Астане. Сейчас, ну, если вкратце, это вот школы МКНО, это школы Мирас, это Хейли Берри, это еще ряд школ есть в Алмате, которые International School of Almaty, Назарбаев, вот интеллектуальная школа, да, это тоже международный бакалавриат, международная школа города Нур-Султан. Зачастую это частные школы, потому что внедрение программы требует определенных усилий. И там есть своя программа, свои требования. Но уникальная ситуация в том, что, наверное, я не скажу, что первое в постсоветском пространстве, но и в России такое есть, когда государственные школы тоже внедряют программу международного бакалавриата. И вот у нас есть 4 школы в Астане, в Нур-Султане. Это вот школа лицей 66, 73, 81, 85. Это государственные школы абсолютно, и они внедряют международные программы международного бакалавриата. Это, наверное, буквально недавно, да? Или... Это абсолютно буквально недавно. Если, как я помню, вот по развитию вот, именно образования, школьного образования, да, в Астане, это была вот идея Жангозина Ануара Канатовича, когда он был руководителем управления образования, запускать такое некое кластерное развитие города, потому что, смотрите, мы же столица, и мы не можем говорить: да, там международный бакалавриат запускают частные школы, а в государственных школах это не будет. То есть, если бы мы были каким-то городом провинциальным, то можно было бы сидеть и об этом говорить. Но так как мы государственные, очень много иностранцев у нас учатся, очень много людей приезжают, работают, и все хотят качественного образования. И государственные школы должны быть конкурентоспособны. Окей, какие критерии, чтобы стать такой школой? Наверное, там целый список, который не каждая школа может пройти успешно. Ну, вообще, в целом, да, там есть ряд, ну, не критерии, так скажем, стандарты. Требования, да, которые необходимо выполнить. Школа, которая хочет стать школой международного бакалавриата, у них должна быть миссия школы, у них должен быть образ ученика, у них должен быть, так скажем, правила внутришкольные, да, то есть правила академической честности, правила оценивания, правила, то есть это такие процедурные вещи, которые общедоступны для всех. А уровень компетенции профессионализма педагогов учитывается? Учитывается обязательно. Конечно, основной, наверное, затратной, так скажем, частью программы, да, внедрения программы, это является повышение квалификации.
педагогов. И очень важно, конечно, знание английского языка, потому что программа реализуется буквально на 3 языках: испанский, французский и английский. То есть на 3 языках программа реализуется, и та школа, которая подает, она должна как минимум знать одну из 3 языков, или на одну из 3 языков она должна развивать эту, так скажем, программу, реализовывать. Вот. Гульнара, выпускники школ международного бакалавриата, они ИНТ, отношение к ИНТ? Ну, смотрите, так как мы находимся в Казахстане, сам международный бакалавриат не противоречит. То есть он не приходит, допустим, в страну и говорит: делайте только так, как я хочу. Это стандарты, которые плюс к нему национальные стандарты, получается такая некая уникальная школа. Поэтому, находясь в контексте Казахстана, если это частные школы, они могут не сдавать. Да, потому что они учатся, то есть там есть какие-то свои прерогативы. А если это государственная школа, то любой ребенок, который заканчивает государственную школу, он должен получать там тесты ИНТ и тому подобное. Ну, это же ИНТ, это же больше для поступления. Вот, в принципе, это зависит от людей. Я думаю, даже школа международного бакалавриата, я думаю, из 100%, наверное, 30% уедет за границу, остальные все равно поступят в вузы Казахстана. Вообще, какие ваши наблюдения? Да, я бы не сказала, что 100% все уезжают. Нет, это не об этом. По-разному бывают ситуации. Плюс зависит... Здесь, наверное, больше, знаете, международный бакалавриат, программа международного бакалавриата, так скажем, они готовят детей к жизни. Это программа, которая круто развивает креативное мышление, критическое мышление. Программа ориентирована на развитие каких-то социальных навыков. То есть есть такие внутри программы вшитые. Когда я говорю программа, я имею в виду образовательную программу школы, да, там и воспитательная, и академическая часть. И туда вшиты, например, такие вещи, как служение обществу, да, допустим, проведение таких вещей, как персональный проект, то есть делают исследования. Дети пишут расширенное эссе. То есть сама программа, она настолько очень хорошо продумана, что она уже детей готовит к тому, чтобы, когда они закончат школу, у них есть все необходимые компетенции, навыки для того, чтобы дальше развиваться и улучшаться. Гульнара, в то же время, да, наверное, все-таки, если взять наши общеобразовательные школы, то нет такой задачи, чтобы максимально большое количество стали школы международного бакалавриата. Нет. Вот я сейчас хочу продолжить ту идею, о которой я говорила. Вот эти кластерные развития, когда запускали в нашем городе, некоторые школы должны были стать международными школами государственными, некоторые школы должны были усиливать там международные стандарты и тому подобное, некоторые школы развивать там лицеи, гимназии и тому подобное, то есть в разных направлениях. Идея в том, чтобы люди видели, в каком направлении движется вообще тренды образования, да, как нужно внедрять эти программы, куда нужно развиваться. И эти же школы и государственные, если они даже это внедряют, они же этими лучшими практиками, они делятся со своими коллегами. Это, то есть внедрение этих программ позволит школам развиваться, более того, этот опыт распространять среди своих коллег. Идея в этом. И нет, конечно, никакой цели, чтобы все школы стали международными. Да и, в принципе, у нас есть свой госстандарт, есть свои определенные требования, образ ученика, к которому мы должны сами стремиться. А есть передовые школы, то есть инновационные школы. Я считаю, что школы, которые реализуют международный бакалавриат программы, это, можно сказать, школы инновационные, потому что им приходится для того, чтобы грамотно внедрить эту программу, вводить в школе некие инновации, да, передовые такие практики. Но все-таки такие школы прогрессивные, передовые, да, можем сказать, не могут быть достоянием большого количества родителей, населения. Все-таки это какой-то такой обособленный, наверное, участок. Да, смотрите, мне кажется, у нас сейчас школа находится, к нему, в эту школу приходят люди с района, где живут микрорайоны и тому подобное. И школа, и родители должны понимать, что это и школа международного бакалавриата, есть определенные требования, определенные ожидаемые результаты от родителей, детей и тому подобное. Я бы не сказала, что обособлены, да, уникальная программа. Потому что, когда внедряется эти программы, стандарт международного бакалавриата, все-таки учитывается местный контекст, локальный контекст, они говорят, да, местные требования, местные традиции, культуры, обычаи, это все сохраняется. Соответственно, каждая школа международного бакалавриата, хоть бы она не была бы в Африке, в Казахстане, она все равно, или в России, или в Сингапуре, она все равно будет иметь свой местный такой контекст
И в этом будет ее уникальность. И каждая школа, вот мы, допустим, я как консультант ездила вот в Польшу, в Азербайджан, и вроде бы такая же программа, одни и те же стандарты, но так по-другому эта школа работает. То есть каждый раз, консультируя школы, работая со школами, ты видишь, как можно одну и ту же вещь сделать по-другому, да, в школе, как можно вот эту вот воспитательную работу выстроить, оказывается, совсем по-другому. И тем самым мы видим, что программа, да, она по себе международная, но она очень такая толерантная, она очень ориентирована на особенности там, локальные. В этом вот классно. Да, школы такие в своем формате уникальные, я бы сказала. Ну, в государственных, как вы сказали, 4 школы нашей столицы тоже вот стали такими школами. В них детям обучение бесплатное. Абсолютно, да. У нас же, да, бесплатно, потому что это государственная школа, то есть это город предусматривает, наверное, какие-то дополнительные расходы, а может быть и нет, может быть за счет сейчас же подушевого финансирования, может быть этого и хватает. При том, что это хорошая новость, надо отметить, что 66-я школа получила авторизацию, 81-я школа получила, вот Астана English School давно, одна из первых, да, международных школ, можно сказать, государственных. И вот недавно тоже 85-я школа получила. На самом деле это огромное достижение. Учитывая, что мы через это уже прошли, как Назарбаев интеллектуальной школы, это наши, то есть я говорю наши, я же сейчас в Нижней работаю, пока я работала в Нише, это были наши школы-партнеры. То есть мы всячески делились всем опытом, всеми знаниями. У нас были очень там, еженедельные встречи, мастер-классы. И наши учителя же уже прониклись в эту программу. Эта программа даже на самом деле меняет сознание учителей, отношение учителей к детям, к обучению, к родителям, вообще понимание самого образования. И вот в этом плане это большое достижение. Много работы надо было выполнить, не только, это, знаете, это не про то, что переписать какие-то внутришкольные документы, подготовить все документы и сказать, все, мы готовы стать школой международного бакалавриата. Так не работает. Вот мы даже, когда ездим проверять, мы даже останавливаем там техничку и спрашиваем, а какая миссия у вас в школе? Да, или там ребенок бегает, а что ты сегодня делал на уроке? Какие у вас были задания? А на что это направлено? А какие качества свои ты развивал, да, или у родителей. И вот мы со всеми людьми разговариваем, и это не в плане там проверки, а просто собираем информацию, потом сравниваем, везде ли все соответствует. То есть можно много документов написать, сказать, мы идеальны, а если люди будут, когда задаешь вопросы, разные ответы, так для нас это уже звоночек. Значит, программа, значит, дух, культура программы международного бакалавриата, ее нету в школе. Окей. Вот вы сейчас основали ассоциацию, да. Ассоциацию школ международного бакалавриата стран Кавказа и Центральной Азии. Наши школы международного бакалавриата, им какой стимул войти туда? Что это дает? Повышает их уровень? Или можно не входить в ассоциацию и также успешно развиваться? Так как таких школ не так много, на самом деле, в Казахстане, вот я что-то не проговорила, где-то их 10-12, то есть раньше было еще меньше, и их достаточно очень малое количество школ. Во всем мире их не так много, их порядка там 3000, если не ошибаюсь. Вот, и стоит вступать в ассоциацию. Почему? Потому что это сообщество педагогов, единомышленников, которые делятся своими знаниями, которые за счет работы с другими людьми учатся чему-то, да, новому. И вообще в целом в сфере школьного образования я хочу сказать, что очень мало экспертов, которые бы могли многим родителям, да, говорить, предоставлять ответы на их многие вопросы. А только у нас же получается так, все думают, я вот 11 лет в школе отучилась, значит, все, я знаю, что такое школа, и каждый человек пытается быть, там, знает, из чего состоит школа. Поэтому очень важно вступать в эту ассоциацию для того, чтобы получать новые знания. Это коллаборация, это нетворкинг. Это, во-первых, выявление каких-то новых трендов, это посмотреть, как люди одну и ту же работу делают совсем по-другому, и на что они опираются. Можно также увидеть, какие разные, знаете, неважно, в какой бы стране ты ни была, дети условно одинаковые.
да, они такие же любознательные, или они такие же там гиперактивные, или они такие же хулиганистые, то есть дети в любом случае, как бы сама сущность, да, они в принципе одинаковые. И можно увидеть, с какими ресурсами школы эти вопросы решают, да, временными, там, техническими, материальными, там, человеческими. И иногда бывает, мы, сидя у себя в Казахстане, думаем, блин, у нас и этого нет, того нет, то, все, да, и бывает, а в других школах и этого нет, а они при этом умудряются что-то вот внедрять, делать. Почему Ассоциация стран Кавказа, Центральной Азии, почему не включаем Россию, другие страны, другие регионы? Да, это интересный вопрос. Изначально мы начали работать, то есть я сама изначально была назначена международным бакалавриатом, консультантом в школу, которая в Баку, в Азербайджане. И вот работа началась в 2017 году, и мы очень тесно так сработались, школа получила авторизацию, и после работы с этой школой со мной, и я пришла в школу и говорю, давайте работать с Азербайджаном, очень хорошая школа. И, конечно, администрация школы меня тогда круто поддержала, директор Сабыржан Умертаевич. И мы начали работать с этой школой и так, скажем, сроднились. Если даже была пандемия, мы проводили онлайн-конференции, мы участвовали есть такой персональный проект детей в 9-10 классе они делают. Дети выступали там в Азербайджане на английском языке, наши дети с 10 класса подключались и смотрели, и мы тоже смотрели. То есть мы видели, как такие же проекты делают наши дети, на наших детей приходили дети с Азербайджана. И мы тогда в ходе вот этой вот работы решили сильно не распыляться, я имею в виду территориально, да, и еще здесь, наверное, сыграла вот эта идея тюркоязычных стран. И из-за этого мы решили ее ограничить вот странами Кавказа, Центральной Азии. Если считать, то есть это же живой организм, да, как ассоциация. И, возможно, если что-то нужно, мы будем вносить какие-то изменения, но пока эти страны. Ясно. Гульнара, вот вы же часто бывали в этих странах, да? Скажите, пожалуйста, вот если сравнить Кавказ, другие страны Центральной Азии, Казахстан, где более развито частное образование? Я не про бакалавриат, а в целом, если есть такие наблюдения. Да, я, наверное, сказала бы, в Азербайджане, наверное, больше развито частное образование. Там частных школ гораздо больше. Ну, понятно. С чем это связано? Понятно. Мне кажется, население просто больше. Я так полагаю, что население чуть больше, чем у нас. Например, у нас в таких городах, как Петропавловск, Павлодар, там просто нету частных школ. Потому что население маленькое и спроса нет. А вот у нас выпускники, молодежь устремляется ехать учиться за рубеж, чтобы приехать приносить пользу своей стране. Некоторые хотят остаться там. Интересно, у них на Кавказе, в других странах тоже молодежь стремится учиться за рубеж? Да. Прямо, знаете, это какой-то вот тренд. Прям это все тренд, хотят, все хотят учиться за границей, все хотят получить качественное образование. Но насчет того, что возвращаются или остаются, это такой двоякий вопрос, да, потому что я знаю и наших казахстанских ребят, которые возвращаются, это и мои ровесники, есть и студенты мои, которые возвращаются, есть, которые остаются на какое-то время, то есть это все такое личное. А так, чтобы прям по цифрам считать, не знаю, но знаю, что все прям стремятся, особенно страны вот СНГ, да, постсоветские, так скажем, страны, они очень сильно стремятся. Ну и плюс есть некие, наверное, надо признать, у нас есть свои, так скажем, жирные плюсики, потому что, будучи, наверное, учащимся Казахстана, легче поступить в вуз Америки, нежели сам американец. Да? Почему? Почему я так уверенно говорю? Потому что я курировала профориентацию в свое время. То есть там же нужно доказывать о том, что ты не платежеспособный. И хоть пусть наши родители бы миллионы не зарабатывали, там это не так много. Да, то есть мы в каких-то вот в уровнях дохода мы как бы несопоставимы никак. И многие используют это как возможность и поступают на грант, при том, что уезжают же многие те, которые поступают на грант зачастую, потому что неподъемная сумма это обучать ребенка, если, наверное, не бизнесмен крутой, так в целом простой гражданин, мне кажется, не может себе позволить. Гульнара, расскажите, вы сами учились за рубежом? Вы учились по программе «Булашак»? Нет.
Нет, это, наверное... Но вы знаете прекрасно английский язык. Откуда? Да. Я Расскажите вообще немного о себе, о своем пути в сфере образования. Окей. Так, я изначально поступила в колледж. Это тоже интересная история была. Не потому, что я не хотела учиться 11 и 12 класс, а потому что просто такая была тенденция, все уходили в колледж. Я тоже решила, поступлю на грант, пойду. Не поступлю, то тогда вернусь в школу. И я поступила в гуманитарный колледж, думая о том, что я поступила на переводчика. Ну, то есть тогда, во-первых, ребенок, а во-вторых, никто так сильно не объяснял, и все говорили 3 года. И я думала, ну, за 3 года стать переводчиком, то есть это реально колледж. Но никто не сказал про эти 10 месяцев. 3 года, 10 месяцев, это вот и 4 года получается. И оказывается, это вообще учитель английского языка в школе. А переводчик – это дополнительное, так скажем, образование, которое нам давалось. И вот так вот я поступила в колледж, отучилась там 4 года. И после учителем английского языка, и после того, как я завершила колледж, меня по распределению, у нас тогда еще было, меня пригласили остаться в колледже работать учителем английского языка. И преподавала я английский язык, так как это педагогический колледж, у нас в колледже были учителя, то есть учились студенты, которые учителя начальных классов, воспитатели в дошкольном, там, детских садах, учителя информатики, учителя физкультуры. И вот я им преподавала английский язык в течение 4 лет. 4 года отработала, и тогда это был, не знаю, 11-й год, и как раз НИШ был на слуху. Назарбаев интеллектуальной школы. Тогда это называлась школа первого президента. И, конечно, всем хотелось. Но когда я пошла с колледжа в школу, мне сказали, что ты делаешь? Зачем тебе с колледжа в школу? Это же как будто бы, типа, условно, понижение. Да. Я говорю, мне хотелось развития чего-то нового, и я пошла в школу, Назарбаев интеллектуальную школу города. Вот, Был конкурсный отбор? Конкурсный отбор, да. Я представляю, какой он был жесткий. Да, был конкурсный отбор, и так интересно, что вакансий на учителя английского языка не было. Там работали учителя, которые сдавали IELTS, ну такие крутые. У меня IELTS тогда не было. Почему-то, я не знаю, почему это. Ну, не придавали значения. Не придавали значения. Я потому что сама выпускница колледжа, я как-то училась, сама параллельно училась и сама еще училась в университете. И как-то к этому значения не придавали. И вот у меня интервью принимала Аслан Багитна сама. То есть без ее утверждения невозможно было попасть в школу. Вот. И вот в 2012 году, буквально в январе, я прошла интервью. И меня долго не отпускали, и только в марте, что ли, 2012 года я пришла в школу работать куратором. Это была самая сумасшедшая работа, потому что работы было очень много, было 2 класса, мы работали с утра до вечера, вся вот эта вот орг-работа, воспитательная работа, все было на нас. Было безумно интересно. Ну и понятно, что работать мы уже тогда, так скажем, умели, и так как контингент, допустим, мы, да, классы росли, все дела, и так быстро-быстро, ну не быстро, так скажем, я стала сначала куратором, потом стала учителем английского языка, потом стала координатором программы основной школы, это, то есть международный бакалавриат. Я вообще, когда в эту школу пришла, мне начали рассказывать про международный бакалавриат, это был 2012 год, и я думаю, да что за организация, почему все так восхищенно о нем говорят? Я не совсем понимала, что это такое, а потом через какое-то время уже сама влилась. И вот с 2012 года по 2016 год работала координатором программы основной школы, авторизовали программу успешно основной школы. Работа была очень интересная. Насколько я выросла за счет, да, пока я внедряла эту программу, пока я работала с иностранцами, с международным бакалавриатом, это просто не описать, наверное. Это просто буквально вот Назарбаев интеллектуальной школы перевернуло мое сознание, понимание. Плюс еще в 2014 году Ануар Канатович, тогда еще был директором школы, сказал, идите поступать в Назарбаев университет на магистратуру. А мне кажется, где-то в надежде было, чтобы я как бы, ну, возможно, я не поступлю, потому что конкурс был достаточно сильный. И я подала и поступила. И вот в 2014 по 2016 году я еще обучилась на магистратуре в Назарбаев университете управления образованием. Тоже колоссальный опыт. Преподавали нам самые крутые профессора, приезжали за границей специально для нас, потому что мы
учились и работали одновременно. Это был такой заочный формат обучения. На самом деле эти 2 года было за все очную, знаете, на нас, можно сказать, отыгрывались. Мы по ночам читали аж до 300 страниц на английском языке, делали там контрольные задания, все как положено. Было очень интересно. Я еще хочу сказать, что мое понимание образования очень сильно изменилось, потому что программа была специально, так скажем, сшита, наверное, под казахстанский контекст, под наши потребности, и учились практически все директора школ, завучи, вот такие вот координаторы, то есть в неком формате управленцы. Вот. И потом работала еще, что я делала, работала в Центре образовательных программ уже на Нурбапашиной. Занималась разработкой учебников, тоже 4 года, как раз началась обновленка. Я прямо сейчас говорю, у меня прямо на душе так тепло. Ну, видите, какая у нас душевная беседа, замечательная. Да. И мы тогда формировали команду дизайнеров, редакторов, авторов, потому что там был большой объем работы, который необходимо было сделать. И тогда вот у нас вышли эти учебники Жара Толстану, математика, познание мира, да, естествознание, вот эти вот учебники, которые мы делали дополненную реальность в учебниках. Это большая команда людей, которые самоотверженно работали, создавали учебники нового формата. Почему я так говорю? Потому что таких учебников еще в стране не было. И когда Ниш вошел в этот рынок, он просто всех, можно так сказать, ну, не будем говорить, порвал. Да, стряхнул, так? Стряхнул людей. Поднял на какой-то новый планку. уровень. И все люди начали... Было невероятно интересно работать именно в разработке учебников. Почему? Потому что даже вот дизайнеры и верстальщики, казалось бы, люди, которые создают вот иллюстрации и тому подобное, и с ними было работать интересно, потому что нужно было их обучать. У нас нет ни одной, так скажем, университета или программы, которые бы готовили людей, которые верстают учебники. Да? Ну, есть, которые верстают журналы, вот газеты есть, которые, а нет таких, которые делают учебники. Это же совсем другой формат. Там есть санпин, там есть свои требования. Редакторская работа тоже, да, то есть мы все это, мы в буквальном смысле все так по-новому прошивали, все создавали, по крупинкам все, и это была большая командная работа. Ясно. Гульнар, с таким огромным уже опытом, несмотря на ваш относительно молодой возраст, все же стоит это отметить, с магистратурой в Назарбаев университете, с вашими зарубежными контактами, уже наработанными деловыми связями, какую вы планку себе ставите? Где вы себя видите, скажем, лет так через 5-7, или вы об этом не мечтаете? Я вообще задумываюсь в последнее время, у меня идет большая так переоценка своих ценностей, вообще куда я иду, что я делаю, для чего я это делаю. Так конкретно видение, кем я буду, наверное, нет. Я не вижу, там, я не могу сказать, я вижу себя директором или там министром, да, как некоторые говорят. Вообще такого в голове абсолютно нету. И что конкретно точно знаю, надо сделать, это докторантуру. Я, наверное, пойду учиться еще дополнительно, потому что когда какие-то идут, знаете, философские размышления, так скажем, в голове, не хватает какой-то подспорки теоретической, там, когда вот такие вот междисциплинарные вопросы в голове возникают, а так ли должно это быть, и я не нахожу ответы, и я понимаю, что надо поступать, надо дальше учиться, потому что те практические навыки, то, что я сейчас собрала, вот, да, пока работала, это все очень хорошо, это круто, но нужно дальше учиться. Скорее всего, это докторантура. Обязательно буду работать над ассоциацией, потому что я вижу, что эта ассоциация должна помочь и учителям Назарбаев интеллектуальной школы, и учителям государственных школ, и частных школ улучшить свои практики, да, преподавания и вообще сотрудничество, совершенствовать сотрудничество, потому что я за каждой школой вижу детей. Это улучшить жизнь детей, это улучшить их качество вообще жизни, становления. И открыть больше возможностей для них. Да, открыть больше возможностей. Честно сказать, потребность такая, что вот, допустим, мы провели первую конференцию в рамках этой ассоциации. Вот которая в декабре прошла. В декабре прошла первая конференция ассоциации. Она онлайн проходила? Нет, она проходила офлайн. Мы очень долго сомневались, получится у нас или нет. Проходила в городе Баку на базе вот Европейской азербайджанской школы по теме обучения, основанного на опыте.
И такие конференции, вот ездили наши 4 школы, которые я говорила, государственные школы, они Сколько человек, в общем, от Казахстана поехало? Где-то человек было 30, наверное, 30, да, человек было. Мы поехали всей командой. И вы возглавляли эту команду? Да. Мы, вот директор Назарбаев интеллектуальной школы Сабжан Умертаевич, мы вдвоем своими соотечественниками поехали. Еще были коллеги с НИШ, международной школы города Нур-Султан. Было очень интересно, и после этого было очень много слов благодарности за организацию, за такие сильные издания, потому что на конференции выступали люди, директора больших школ Европы, был директор международной школы в Испании, Сото Гранте называется, потом был исследователь института, кажется, исследований в Голландии, то есть были такие интересные спикеры, у которых много было не только там теории, но и практические. То есть конференция была супер практикоориентированная, чтобы, знаете, мы за то, чтобы не мучить, условно скажем, людей теоретическим материалом, а уже показать практические вещи, с которыми они могут уже пойти в школах, внедрять, делать. А если директору это интересно, дальше изучать, копать, он может об этом всегда почитать, найти, не знаю, спросить, да, углубиться, я имею в виду уже в теорию. А в больше любая конференция, которую мы и в дальнейшем будем делать, она будет практикоориентированная и всегда на то, чтобы какие-то идеи у них появлялись, как дальше работать, что менять. Вот в таком формате. Гульнара, что такое энтузиазм в образовании? Он тоже должен быть присущ педагогам? Да, я думаю. Без энтузиазма, наверное. Я бы, знаете, сказала, энтузиазм равно сейчас, наверное, это лидер, это равно агент перемен. Это те люди, у которых горят глаза, и они готовы вносить изменения, несмотря ни на какие там нормативные ограничения, да, нормативно-правовые ограничения или на какие-то трудности, там, финансовые, ресурсовые, да, трудности. Вот это вот энтузиазм. И энтузиазм — это, наверное, в то же время еще вера в то, что у него получится, и то, что он делает, это правильно. Потому что даже я, когда в школе преподавала, всегда сомневаешься, а правильно ли я мотивирую сейчас ребенка? А правильно ли я, вот это вот вопрос, который я задал, оно окрыляет ребенка или наоборот я его сейчас подавляю? Да? И вот мне кажется, энтузиазм — это про веру еще в том числе в работе. Гульнара, вот окажись в других условиях. Например, жизнь заставила вас поехать в какое-то отдаленное село работать педагогом, учителем в обычную сельскую школу, в каком-то отдаленном там поселке, малокомплектной школе. Какой бы вы были учитель? Как бы вы выстраивали вне доступа к самым современным технологиям, форматам обучения? Какой должен быть вообще сельский учитель в современных реалиях? Очень хороший вопрос. Я даже не думала, наверное, об этом. Всегда, когда думаешь прям про сельский, думаешь как-то по-другому. Я думаю, что учитель, который в сельской школе, наверное, в городской, должен быть разносторонним, интересной личностью. В первую очередь для детей, потому что дети зачастую учатся. Знаете, вот мои наблюдения, дети учатся не от учителя всегда, они друг у друга учатся. Когда ты даешь им какое-то задание интересное, и когда они видят, что другой ребенок это же задание делает по-другому, у него, ну, конечно, ребенку нужно в этом плане направлять, и у него уже начинается понимание той или иной ситуации по-другому, да, он с другой стороны это видит. Соответственно, учитель, который сельский, он должен быть интересной личностью. Да? Это не про эксцентричность, а вот именно интересной личностью, у которого хорошие, наверное, сильные компетенции, а именно коммуникативные компетенции, что еще, коллаборативно, чтобы она или он мог привлекать в эти свои уроки и дедушек, и бабушек, и акима города, потому что обычно, если малокомплектные школы, это маленькие, да, такие школы, чтобы эти уроки проходили не только в здании школы, и на улице, и, может быть, даже в сарае кого-то, где можно провести какую-то, не знаю, экспериментальную работу, да, то есть это должно быть урок химии, урок биологии. Да. Мне кажется, именно в сельских школах больше всего возможностей сделать эту связь с реальной жизнью.
больше возможностей работы, именно какие-то проведения практической работы, потому что тебя ничего не ограничивает. Для практикоориентированности вот зеленый свет там. Да. Вот школа, которая основана на опыте. Можно вместо того, чтобы у нас в городских школах что делают? Берут горшок, садят туда цветок и каждый день поливают, да? Ну вот можно целый огород вырастить. Да. Когда я еще училась в школе, у нас была пятая четверть, у вас, наверное, тоже, да, была пятая четверть, когда это трудовая. Мы вначале садили все, и у каждого пятая трудовая четверть, она у пятиклассников условно там была в мае, у шестиклассников в июне, и вот так она двигалась. И все, то, что кто-то, вот старшеклассники посадили в начале, там 9 класс, и все вот так вот пололи, поливали, и в августе мы видели результат. Это было здесь, в Астане, мы вот жили в учхозе, всегда родители там, и даже мы видели результат, мы еще умудрялись что-то там, яблоки, ранетки воровать. Гульнара, вы астанчанка вообще, да? Нет, я не астанчанка, я вообще родилась в Северо-Краснодарской области. Я, можно сказать, девочка из аула в селе Кайрат. Мы переехали. Ну, знаете, это классическая, мне кажется, ситуация, когда родители из-за детей, особенно вот в Казахстане, в казахской, так скажем, культуре, когда родители ради детей переезжают в город в надежде дать качественное, хорошее образование. Вот с такой целью родители в 95 году все, что было нажито, продали и купили дом у немцев здесь, вот в Учхозе. Сейчас это жилой массив интернациональный. И вот мы переехали с тех пор и учились. То есть школу вы окончили здесь? Здесь, да, в 44-й школе в Астане. Сейчас это в Нур-Султане. Интересно было, что мама у меня педагог, она учитель казахского языка. Но знаете, как интересно? Вот по ней можно увидеть, как менялась система школьного образования. Она была учителем и немецкого языка, учителем казахского языка, учителем географии, завучем начальных классов. То есть вообще она по профессии закончила ЖНП педагог-психолог еще в 1983 году. И, соответственно, вот когда не было специалистов, они выполняли несколько ролей. А вообще мама, когда мы переехали вот в Учхоз, не было казахских классов. Моя мама одна из первых, надо сказать, первая учительница, чей класс закончил казахский поток. То есть она выпустила первый казахский поток. Не только в Учхозе, а в целом, наверное, по столице. Я не знаю, мне кажется, в столице были уже тогда да, школы с казахским языком. Ну, по крайней мере, это были первые ласточки. Первые ласточки именно с казахским языком. У нас и директор был, кажется, белорус, я уже плохо... Вот имя не помню. Гульнара, у вас есть любимый учитель школьный? Вы можете о нем буквально в двух-трех словах рассказать? За что вы его любили, чем вы его так вот... Почему вы его до сих пор помните? У меня была учительница, да. Я любила учительницу биологии Бахчу Матаевна. За что я ее любила? За то, что она нам вечно давала какие-то задания нестандартные. Мы учились, это 2000-е годы, 99-й, мы тогда уже учили критическое мышление. Она нам давала заставляла нас делать опорные схемы по биологии. У нас были в кабинете, я не знаю, до сих пор есть, нет, очень много всяких замороженных, высушенных и тому подобное, в общем, и насекомых, и травы, гербарий, все что угодно. И все это было абсолютно доступно. Мы знали, где что стоит, мы это все вытаскивали, делали практические работы. Но самое, наверное, первое, которое запоминающее, это было лук, фотосинтез, когда мы через вот этот микроскоп смотрели, да, вот эти вот, из чего состоит клетка. Мы и на ее уроке и рисовали, и пели. Просто мы биологию ждали, не знаю, по крайней мере, я ждала безумно. И она еще умудрялась между своими вот этой вот теоретической частью всегда давать нам какие-то свои советы. Сейчас это, можно сказать, лайфхаки, как жить. Она даже учила нас делать правильные конспекты, составлять, да, вот, потому что в начальной школе, когда я училась, я пришла во 2 класс, и 1 год, наверное, если не ошибаюсь, или полгода, может быть, чуть больше, мы сидели так. Это же казахский класс. Если в русском классе было целых 30 детей, то у нас был так: 2 класс 4 ребенка, 3 класс там 5, и 4 класс еще 2. И у нас учительница, начальный класс в Алмасаду Касна, умудрялась за 45 минут
объяснять, нам 15 минут, сюда 15 минут, сюда 15 минут. Я во 2 классе знала теорию вот это вот, как считать периметр. Я знала во 2 классе, потому что она объясняла это 4 классу, а мы все равно это слышали. Ясно. И это вот мы вот так вот и учились, и за счет, и только вот к 5, наверное, нет, или к 4 классу мы стали такой самостоятельным классом и начали учиться, это было очень интересно. Гульнара, вы так с такой теплотой вспоминаете школу, своего любимого учителя биологии. У меня к вам деловое предложение. У нас в газете «Белем-де-Ели» есть такой социальный проект «Учителю с любовью», где каждый казахстанец может подарить подписку на еженедельную газету «Белем-де-Ели» своей школе. Да. Или своему учителю. Так что вы можете к Дню учителя, либо на 8 марта, или просто без повода взять и подарить Белем-де-Ель, и человек будет получать с благодарностью каждую неделю газету от вашего имени. Да, это хорошая идея, это очень хорошая идея. Гульнара, спасибо за ваши теплые воспоминания. Мне всегда привлекают люди, которые помнят с благодарностью свои корни, свои истоки, свое детство, свою школу, учителей. Мне кажется, это очень о многом говорит в сторону характеристики любого человека. Гульнара, вот исходя из нашей беседы, я понимаю, что вы живете сейчас ассоциацией, вот своими проектами. А время для других сторон жизни остается. Вы любите ли вы читать, занимаетесь ли вы спортом, любите ли вы путешествовать? Как складывается другая часть жизни вашей оставшейся? Вообще, насчет вопроса баланса, там, конечно, есть некие трудности, надо признать, много работаем, но я люблю читать, я люблю заниматься йогой, я сама вообще являюсь йога-тренером, когда-то отучилась, но я не преподаю, чисто для себя практики делаю. И, конечно, безумно люблю путешествовать. Именно путешествовать не просто, когда ты лежишь all-inclusive в отеле, а именно лазить везде, все смотреть, трогать, фотографировать. Это вот прям про меня, я люблю такие вещи. Ну, понятно, с пандемией мы никуда не ездим, но читаю в большей степени книги, наверное, профессиональные, про школу, про образование, про тренды. Что еще? Ну, стараюсь каждый день практиковать йогу, потому что нужен баланс. Не всегда получается. По утрам? По утрам, да, стараюсь. Не всегда получается, но тем не менее пытаюсь. Ну, где-то полчаса вы занимаетесь, отводите это. Да. Стараюсь как бы заниматься. Это обязательно. Вечерами пытаюсь медитировать, потому что я понимаю, что очень много потока информации. Не всегда все так круто усваивается, как хочется. Есть ожидания, есть реальность и тому подобное. И чтобы хотя бы чуть-чуть успокоить свой ум, немного остановиться надо. да, чуть-чуть остановиться, я пытаюсь это делать. Вот. Каким нужно воспитывать ребенка с измальства, с детства, чтобы он вырос, по крайней мере, хотя бы устремленным? Устремленным, да. Наверное, это воспитание мамы, да, это вера папы в том, что у него был некий образ дочери, который должен быть такой. И вера мамы. Мама мне всегда говорила: моя дочь никогда так поступать не будет. Да, менің қызым ешқашан олай жасамайды. Кто-то что-то плохое делал, и она говорила: моя дочь никогда так не будет поступать. Я тем самым где-то узнавала ее эти ожидания, да, или ее образ меня. И я думаю, что вот эта вот свобода выбора, вот эта вот вера, ответственность, которую они на меня, вот мама, по крайней мере, накладывала, оно и, наверное, повлияло. Я так считаю. Да, были требования были по школе, но при этом всегда прислушивались к тому, что я хочу, принимали меня такой, какая я есть, потому что я была такая на язык остренькая, можно, наверное, так сказать, с детства причем. Вот, и вот это вот, скорее всего, воспитало во мне вот такой. Ну, какая-то хулиганистость была? Такая девичья, детская хулиганистость? Или вы были спокойной девочкой, нет, с косичками, отличница? Нет, я же выросла среди пацанов. Я всегда была свой пацан среди мальчиков. Я всегда вместе с ними бегала, игралась. Это войнушки, вот это вот красное знамя. Да, я, можно сказать, что я, наверное, стала девочкой, ну, ближе к 23, к 24, когда я начала только краситься, одевать юбки более или менее. А до этого я была вот... Пацаном. Пацаном, да. Я была такой дерзкой, шумной, где-то спокойной, конечно, но тем не менее, я думаю, что не как девочка была в любом случае. Это вот сейчас больше-менее такая женственная, спокойная. Ну что ж, спасибо, Гульнара. Мы с вами так мило беседовали, душевно поговорили и об образовании, и о трендах в образовании, и о вашем детище Ассоциации школ международного бакалавриата, о том, какая вы были в детстве. Вы вспомнили свою школу.
вопрос. В чем же формула успеха, на ваш взгляд? Ох, ничего. Такой хороший вопрос. Старание плюс постоянное развитие, да, или даже не старание, а усилие, приложение усилий плюс постоянная работа, саморазвитие над собой, да, и еще, наверное, приумноженные к тому, чтобы быть полезны обществу, да, умножить, быть полезным обществу, и тогда это получается какая-то вот формула успеха. Гульнара, большое вам спасибо, что вы пришли в нашу редакцию, сказали добрые слова о газете. И вообще за то, что вы такая замечательная. Рахмет, благодарю большое за беседу. Всего доброго. Спасибо большое. Всем пока.